Слово предоставляется президенту Республики Таджикистан Эмомали Шариповичу Рахмону. Пожалуйста, Эмомали Шарипович. Уважаемый Николай Валерьевич, уважаемые коллеги, прежде всего хотел бы выразить народу и президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву наши глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в братской стране. Выражаем сочувствие и поддержку семьям и близким погибшим. Благодарны президенту Казахстана за подробную информацию о произошедших в последние дни событиях в стране. Мы полностью поддерживаем предпринимаемые руководством Казахстана меры по нормализации обстановки и наведению порядка в республике. Таджикистан, следуя своим обязательствам в рамках ОДКБ, также оперативно откликнулся на обращение руководства Казахстана оказать содействие в устранении возникшей угрозы. Сегодня представители миротворческого батальона Министерства обороны нашей страны несут службу в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ. Уважаемые коллеги, хотел бы поделиться с вами своим видением ситуации. Представленная Касым-Жомартом Кемелевичем информации наглядно показывает, что в экстренном порядке были приняты решения по волнующим вопросам социально-экономического характера и стабилизации обстановки в стране. Трагические события в Казахстане вновь подтверждают необходимость усиления нашей совместной комплексной работы по противодействию терроризму и экстремизму, религиозному радикализму и транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков. Борьба с разрушительной деятельностью террористов, экстремистов, исламских радикалов и различных криминальных элементов у нас не прекращалась в течение последних 30 лет. И мы хорошо знаем, какую угрозу для нашей безопасности представляют эти силы. Таджикистан с первых дней своей независимости борется против таких вызовов и прошел гражданскую войну, унесшую жизнь более 150 тысяч граждан страны. На наших встречах в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС я неоднократно обращал ваше внимание на наличие в наших странах спящих ячеек международного терроризма, экстремизма и религиозного радикализма. Их вербовочно-пропагандистские усилия среди граждан государств-членов ОДКБ не прекращались ни на один день. В наших странах усиленно продвигается крайне разрушительная идеология религиозного радикализма, которая сегодня стала одним из главных оружий в руках наших недругов. Все это серьезно усиливает религиозно-экстремистский потенциал и создает угрозу дестабилизации ситуации внутри наших государств. В этом плане особо следует отметить агрессивную активность движения салафия и ваххабизм. Последователи данных течений, как известно, составляют костяк исламского государства. Мы в Таджикистане всеми силами усиленно боремся с агитационной и подрывной работой эмиссаров запрещенных организаций. Ежегодно фиксируем количественный рост фактов выявления интернет-ресурсов террористического характера. Вместе с тем, к сожалению, тенденция подпадания граждан наших стран, в том числе и трудовых мигрантов, под влиянием агитаторов террористических организаций не уменьшается. Уместно напомнить, что в течение короткого времени десятки тысяч граждан постсоветских государств оказались в Ираке и Сирии. Часть из них были уничтожены. Возникает логичный вопрос: куда делись остальные? Какое их количество задержано или вернулось на родину?
Поэтому нашим странам необходимо наладить более действенную координацию спецслужб по борьбе с транснациональной организованной преступностью, в том числе киберпространстве. В рамках СНГ я уже предложил разработать систему защиты информационного пространства. Считаю, что эта инициатива является актуальной и своевременной для ОДКБ. Одновременно считаем важным продолжить работу по выявлению и купированию каналов перемещения наших граждан в регионе с повышенной террористической активностью. Сказанное также касается и каналов проникновения и возвращения на зону ответственности ОДКБ лиц, причастных к терроризму и экстремизму. В фокусе особого внимания мы должны держать проблему бесконтрольного выезда наших граждан на учебу в зарубежных религиозных учебных центрах, где они зачастую проходят тщательную экстремистскую подготовку. Таджикистан за последние несколько лет не только нейтрализовал каналы отправки своих граждан на религиозное образование, но и вернул на родину из таких центров более 5000 своих граждан. Уважаемые коллеги, усиление активности международных террористических группировок в Афганистане непосредственно влияет на зону коллективной безопасности ОДКБ. Мы с вами хорошо знаем, что со второй половины августа прошлого года из тюрем в Афганистане были освобождены тысячи членов ИГИЛ, Аль-Каиды, Ансуруллах, Хизбут-Тахрир, ИДУ и других террористических группировок, что привело к активизации их деятельности, укреплению их боевого и подрывного потенциала. Нас крайне волнует и тот факт, что на территории Афганистана укрепляют свои позиции боевики ИГИЛ, особенно его филиала в Виляйате-Хоросон. В целом, по данным наших спецслужб, количество лагерей и центров по подготовке террористов, граничащих с южным границам ОДКБ, в северо-восточных провинциях Афганистана насчитывает свыше 40, а их численный состав достигает более 6000 боевиков. Государствам-членам ОДКБ надо крайне серьезно отнестись к тому, что отдельные наши граждане, наблюдая то, как укрепляются позиции террористов в Афганистане, заручившись их поддержкой, могут пойти на самые крайние меры. В контексте событий в Казахстане в случае подтверждения участия наших граждан в этих беспорядках считаю важным наладить более тесную координацию правоохранительных органов стран ОДКБ в целях предотвращения повторения подобных случаев с последующими принятиями жестких мер. Я считаю, что у террористов нет родины, нет религии, их надо уничтожить, нет национальности, где бы они ни находились, где бы ни были. Мы полностью вас поддерживаем, Касым-Жомарт Кемелевич. Наши руководители министерства, силовые структуры, правоохранительные органы постоянно в контакте, они работают слаженно. Вместе с тем, хотел бы напомнить, что до сих пор не обеспечена реализация решения Совета коллективной безопасности о формировании единого списка организаций, признанных террористическими в формате ОДКБ. Это очень серьезно. Кроме того, нас особо беспокоит, что до сих пор не принята целевая межгосударственная программа по укреплению таджикско-афганской границы. Уважаемые коллеги, здесь Александр Григорьевич упомянул, обстановка на границе, таджикско-афганской границы усложняется каждый день. Идет боевые действия прямо до границы, между самими талибами. И они за последние недели только в одном участке погибли более 11 и получило более 18 талибов. Поэтому
Нам надо создать пояс безопасности вокруг Афганистана. Уважаемые коллеги, в завершение хотел бы еще раз выразить нашу солидарность и полную поддержку усилиям президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по наведению правопорядка в стране. Мы убеждены, что у братского Казахстана есть все силы и средства для этого, и его мудрый народ сможет добиться полной стабилизации ситуации в кратчайшие сроки. Благодарю за внимание.